Агрессия. Это слово очень часто звучит в западных СМИ и речах политиков по отношению к присутствию России на Украине. Но показать эту агрессию они не могут. Очень сложно говорить о ней, когда располагаешь съемками тысячи украинцев из разных частей страны, поддерживающих позицию России. Верно? Возможно, именно поэтому такие кадры на американском телевидении редкость. Зато показывают такую картинку. На этих кадрах военное присутствие России в регионе представляют как вторжение. Ведущие гости, правда, не упоминают, что между двумя странами заключено соглашение, согласно которому Россия имеет право разместить на территории Украины до 25 тысяч военнослужащих. В данный момент российский контингент составляет, по некоторым данным, около 16 тысяч человек. Итак, любые действия России, идущие вразрез с интересами тех, кто захватил власть в Киеве, представляются американскими СМИ как акты агрессии, а революция описывается как мирный переход власти. Эти смелые украинские граждане вышли на мирные акции, протестовать против тирании и требовать установления демократии. А по ним открыли огонь снайперы, которые расстреливали их одного за другим. По мнению госсекретаря Керри, забрасывание сотрудников милиции коктейлями Молотова и стрельба по ним называется мирной акцией. К тому же огромная часть Украины не имела возможности высказаться во время захвата власти Майданом. И после этого Керри представляет произошедшее как триумф демократии. Он никак не прокомментировал попавшую в интернет беседу между верховным представителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и министром иностранных дел Эстонии. В этом телефонном разговоре они обсуждают доказательства того, что, возможно, лидеры Майдана, а не Янукович, отдавали приказы снайперам. Казалось бы, СМИ должны взорваться от этой новости, ведь речь идет о том, что новая власть в Киеве, возможно, приказывала снайперам стрелять и в мирных протестующих, и в сотрудников милиции. Но нет, тишина. На протяжении долгих часов СМИ игнорировали эту новость, потому что в их историю она не вписывается. Зато американские СМИ молниеносно распространяют непроверенную информацию вроде этой. Роберт Серри принял решение прекратить свою миссию на Украине. Он является спецпосланником ООН в стране. Некоторое время назад Серри, гражданин Нидерландов и отец 3 детей, был насильно захвачен группой вооруженных лиц. После того, как истерия спала, ООН подтвердила, что спецпосланник не был похищен. Он наткнулся на группу протестующих и, будучи в сопровождении милицейской охраны, принял решение покинуть Крым, опасаясь дальнейшего обострения ситуации. Вырисовывается следующая картина. Ведущие американские СМИ кидаются на любую информацию, неважно, подтвержденная она или нет, лишь бы представить Россию агрессором, при этом не имея практически никакого представления о происходящем на Украине. А американские чиновники продолжают свою лицемерную тираду, при том, что сами США причастны к реальным актам агрессии по всему миру, в результате которых каждый день погибают невинные люди, как, например, от ударов беспилотников или в результате насилия в тех странах, ситуация в которых дестабилизирована действиями США. Те, кто сейчас стоят у власти в Киеве, используют все средства пропаганды западных СМИ. Они игнорируют просочившийся в интернет разговор двух европейских лидеров, в котором те обсуждают факты, указывающие на то, что лидеры Майдана могли нанять снайперов, которые стреляли по людям. Посвященный этому материал на сайте CNN начинается словами «Не вслушивайтесь слишком внимательно в этот разговор». Мало того, что редакция опустила подробности, которые могут навредить репутации американского протеже, по всей видимости, они еще и редактируют все, даже самые нереалистичные его речи. Премьер-министр Временного правительства Украины Арсений Яценюк во время пресс-конференции несколько раз упоминает российские войска и даже российские танки на территории Украины. В своих трансляциях дружественные ему СМИ про танки даже не упомянули. Может быть потому, что танков там никто не видел, и они не хотят выставлять Яценюка в глупом свете за неподкрепленные фактами заявления. В своей кампании по поддержке украинской революции СМИ умолчали о многом из того, что происходило на Украине. Например, подобного рода информацию. Это губернатор в западной части Украины, который пытается успокоить яростную толпу протестующих. Его жестоко избили и приковали наручниками к сцене.
На самом деле и так понятно, что происходит на Западной Украине с теми, кто не согласен с происходящим в Киеве. США представляют революцию как триумф демократии, в то время как народ еще не выразил свое мнение. С другой стороны, западные СМИ пытаются дискредитировать грядущий референдум, который пройдет в Крыму. Мы увидим, как обстановка будет накаляться, потому что голос Крыма они слышать не хотят. Предложенный референдум нарушит Конституцию Украины и международное право. Несложно догадаться, что в свете антироссийской риторики западных СМИ наш канал подвергается нападкам со всех сторон. Ведь он один из немногих предлагает другой взгляд на сложившуюся ситуацию. И вот один из упреков в адрес РТ, который мы недавно получили. Крым собирается решить, стать ли ему частью России. Российское телевидение сегодня показало Украину, будто она уже стала частью России. На самом же деле на карте Украины синим цветом выделена территория, где население поддерживает Россию. И совершенно непонятно, как эта карта подтверждает заявление BBC о том, что по версии РТ Россия якобы аннексировала Крым. Много шума поднялось и в Твиттере вокруг вот этой фотографии, на которой Крым изображается как часть России. Хотя на деле в этом эпизоде ведущая просто рассматривала различные варианты развития событий. Местным жителям придется выбирать из двух вариантов: оставаться частью Украины или присоединиться к России. Таким образом, если вырвать что-то из контекста, получаешь совсем другую картину происходящего. Иными словами, не полагайтесь на единственный источник информации. Эта фотография появилась в репортаже телеканала CNN, где утверждалось, что российские танки вторглись на территорию Украины, хотя эти заявления были официально опровергнуты. Что вы скажете об этом? Во-первых, танки на этой фотографии находятся не в Севастополе, а в России на военных учениях, на расстоянии многих тысяч километров от Севастополя, где, как утверждается в этом сюжете CNN, появились российские танки. Это не такой уж редкий случай. На протяжении последних нескольких лет СМИ уже пользовались этим приемом, в частности в отношении России. Но тревожит тот факт, что такой метод использует CNN.